Всем большой привет из Комы. Очередной поход. Небольшой такой, ну, как бы даже пикник такой получится у нас. Вон моя молодежь. Короче, к нам приехал Денис. И не один. Я их, короче, сегодня повезу на первую избу. Будем собирать ягоды. Вот они сейчас пошли за грибами. Уже нашли 2 штуки возле дороги, прямо возле дороги. Другую направленную сторону села они обратно пошли. Придется подождать, а нам надо ехать вон туда. Вот. Ну и я сегодня буду забирать свою фотоловушку. Также в планах сегодня немножко посидеть с удочкой. Ну, день провести так, не в напряг, просто спокойно там пособираем ягоды, грибы, рыбалка. Ну и обратно поедем домой. Хотели с ночевкой, но не получится. Завтра мне надо в райцентр ехать. Как-то вот так. Так что приятного вам просмотра, ребят. И пожелайте нам удачи, чтобы мы нашли ягоды, грибы. Ставьте лайки, не забывайте. Далековато они, конечно, ушли. Не видать даже. Вон. Опять с пакетом. Что-то нашли. Короче, 3 штуки примерно уже грибов есть. Вот машина стоит у меня, автомобиль, УАЗик. И вот уже возле дороги ягоды. В этом году не надо далеко ходить, искать где-то, чтобы ягоды не было. Вон они. Но уже начинают они становятся вкусные. Сейчас пока с утра, 7 часов утра сейчас чуть-чуть ветер поднимается. И немножко комары есть. Вон она, ягода. Очень вкусная. Да. Еще недельку вообще класс будет. Вон этот. Не олова, да, вот этот. Шершень, как по-другому он кусает. Ну, блин, смертельно даже. Очень сильно. Ну, сколько штук нашли? Сколько штук, говорю, нашли? 3. 5 штук? Не знаю. Много. Это хорошо. Первый раз так полноценно за грибами-то. Ну-ка, открой. Первые грибы. Надо показать зрителям. Это нормально вроде. Ладно, не буду ломать. Будут пинать потом в комментариях мне. Ладно, поедем дальше потихоньку. Будем смотреть. По пути увидели дерево черемуха. И самое главное, они с плодами, ягоды вот тут есть. Но они красные вроде еще, или нормально. На компот-то можно набрать. На обратном пути остановимся. Хоть пол-литра наберем. И сварим компот. Вон они. Такой средненький вкус. Бывает очень сладкие, вкусные, а этот нормально тоже, в принципе. Остановились, потому что не на каждом дереве сейчас эти плоды. Да, вкусно. Остановился у столика. Смотрите. Сразу я увидел гриб. Но на гнилой. А нет, вроде нормальный. Ништяк. Я Дениса оставил. Там
как вы поняли, Денис не один, он приехал с подружкой. И они собирают по пути грибы. Где-то метров 400, наверное. Как начинается вот этот сухой участок. Я там оставил, они будут собирать идти. Одним словом, мы на жаркое сегодня наберем, я смотрю. Вот еще один. Вот, ножки оставляю. Ножки оставляю. Вот здесь тоже вот такая чернота. Но это все будет убираться. Основное, где-то 70% хороший гриб, а в середине уже гниль. Вон там проверяли. Тут сосед Женька тоже не раз уже сюда приезжал. И он тоже говорил, что ягоды чисто возле дороги только. Далеко не надо, говорит. Вглубь леса, говорит, не стоит идти. Ладно, в ту сторону идти не стану. Этот проверять тоже не буду, потому что он, не скажу, что он хороший. Вот. Вот именно для ребят это будет хороший поход. Знаете, они живут в мегаполисе, и сегодня я их увез в тайгу, и им удалось собрать грибы, самое главное. А черника-то наберем, это 100%. Может и нет, потому что сейчас такой сезон, что все уже валом пошли в лес, собирают ягоды. Вот, для сдачи. Конкуренция очень большая. Наш столик. Целости, сохранности. Все хорошо. Вот так, посидим. Вон там голубика. Это голубика. Это даже не черника, а голубика. Вон он. Тоже уже поспевает. Он тоже сладкий. Сладкая ягода. Мелочь плещется на реке. За осень я еще грибы наберу. И немало. Пусть молодые собирают. Для них это интересно. Лес сухой, вообще все хрустит. Пожароопасно сейчас. Река высохла. И там уже прохода практически не осталось. О таежных реках даже вообще не надо думать, что куда-то в поход на лодках сейчас. Невозможно сейчас где-либо проехать на вторую избу, там добраться. Полдороги на себе тащить лодку только. Просто нету воды, чтобы на моторке ехать. Идти-то есть. А так, в принципе, все как было тут. Все красиво. Очередной раз я остановился здесь. И каждый поход я буду останавливаться. Вот, сейчас я вдоль дороги тоже схожу. И дальше поедем. А они пусть идут. Может, они уже появились на горизонте или нет. Их еще нету. Здесь комаров практически нету. Где ветра нету, там еще они появляются. Но, вот с прошлым походом, если сравнить, сперва овода очень много было, потом овода уже все исчез. Потом комаров очень много было. А сейчас и их сезон тоже заканчивается. Вот здесь я иду, к сожалению, пока не нашел. До туда пойду, потом обратно буду возвращаться. Проверим этот участок. Потом уже дальше поедем. Штук 20, наверное, грибов точно наберем. Штук 20. Вон очередной. Вот такие уже все. Хорошие. Вон они. Вот кто с ножками берет, домой приносит гриб. И уже такая картина дома видят. Я всегда здесь в тайге проверяю. На 4 части там режу.
А ножки брать вообще не стоит, он гнилой. Это уже маслята выходили. Вон там в низине их должно очень много быть тоже. Вон красный. Маслята вон там в низине осенью. Там, блин, завалищ. Тоже не то. Вот об этой низине я и говорил. А тут грибов, к сожалению, нету. Дальше идти не стану. Я уже отошел прилично от машины. Сейчас обратно пойду и будем подниматься уже на машине до избы. Эти ямы когда-то я вам тоже показывал. Это не просто ямы, здесь хранили картошки. Сейчас там мусорная яма, как я смотрю. Картошку хранили, вот осенью закапывали и до весны тут держали картошку. Потому что здесь возвышенность, сухое место. И привозили даже, оказывается, сюда вот еще. Вот гриб. Так, этот тоже возьму. Где-то четвертинку. Там тоже. Здесь, ну, надо верхнюю часть убрать, а вон, смотрите, основное, как бы на черви там жирные, конечно, ползают. Вот еще яма. Глубокая, между прочим. Вот тут картошку и хранили люди. Вон, крыша из пленки там. Закапывали землей, и она не замерзала там. А когда... Ну, он не замерзнет, а когда вот холодная зима. После этого, если чуть-чуть остынет картошка, то, знаете, вот он становится чуть-чуть сладкой. Вон там на повороте вообще мель. Вот такой вид. Я иду к столику. Решил так пройти по берегу. Красиво же. Лесовозы зимой будут ездить, будут останавливаться зимой. Брусника еще. Брусника белая еще. Ну, уже краснеет, как бы краснеет, но пока белая. Она в сентябре становится вкусной, когда вот заморозка в октябре. Вообще она сладкая. Я не знаю, как, блин, вообще сладко будет. Вот еще. Так что на супец уже набрали. Угу, хорошо. Там у меня в кабине еще 2 штуки маленьких. Я где-то метров 300, наверное, проехал. Здесь кругом грибы. И снова их оставил, десантировал. Сейчас дальше поеду. И я схожу за фотоловушкой. Заберу фотоловушку. И уже поедем на избу. Короче, немного грибов я увидел, там они соберут по пути. Недалеко уже осталось до избы. Воздух, ребят, просто обалдеть какой. Вон грибочек. Я иду к фотоловушке. Червивые, вон. А, у нас здесь все высохли они. Вот он. Такой маленький, удаленький, но вроде надо посмотреть. Этот, как же, возле избы там, глянем, крупные совсем, червивые, ну и мелкие есть тоже вон, кое-как увидел, так что 2 штуки. Фотоловушка, направляюсь, где-то минут 10 идти. Короче, нифига никто не подходил. Никто не подходил. Да. Но она никакой... Никто в кадр не попадет.
Здесь я обливал вот это все, как бы привадой. Да. Ну ладно, я забираю эту ловушку. Что получилось, получилось. Там уже видно будет. В следующий раз в другом месте установлю. Так. Взглянем. В принципе, батарейка еще 2 шкалы. Ничего себе. 23 кадра. Ну-ка сейчас. Так, подожди. Тут сработки были. Может мышка, может еще кто. Короче, дома посмотрю и сразу же вам выложу это. В прошлый поход, вот когда я брал отсюда. И позапрошлый тоже. То есть. Одним словом. Сразу файлы я поставлю, покажу вам. Ничего интересного я там не увидел. Ну, не угадал с местом установки. Когда, вот, скажем, попадешь в такое место, как весной я попал на бобра, когда ставил, много чего там удалось заснять. А здесь, ну и привада у меня старая, как бы запах такой, что, ну, уже не воняет. В банке он пролежал, наверное, года 2 уже. Прошлогоднего или... Вот. Держи. Целый вагон грибов уже у нас. Хорошо. Я черники уже наелась. Да? Да. Это только начало. Давай съездим до избы, попьем чай и уже будем собрать ягоды. Пока дождь не начался. Что-то мне там эти тучи не нравятся вообще. Какая-то вот полный штиль перед бурей. Так что давай съездим. Ну вот мы доехали. Че вам здорово, Кырка? Ночевать не будем, но посмотрим. Да вроде никто не приходил. Все как по-старому. Вроде двери открытым оставлял. Может кто-то и заходил. Кто его знает. Никто ничего не пишет обычно. Сосед Женька был. Света и Света. Вдвоем приезжали. Вот. Все чисто, порядок. Вот, затопил костер. Хорошо разгорелось. И перед тем, как поставить, ну сразу, в принципе, поставлю чайник. Но молодежь хочет попробовать чай с листьями смородины. Ну, Денис-то знает вкус этого чая. И сейчас я беру вон туда, наверное, схожу. Или вон туда.
принципе, везде эти листы наберу и уже буду заваривать листьями смородины. Слышите звук природы? Сверчки. Прям оглушают. На море один звук, а здесь вот они мелкие, но тоже шум издают хороший. Далеко ходить не надо. И тоже они уже, блин, знаете, от жары или еще, ну, оно все так от жары. Желтеть начали уже листья. Есть еще хорошие. Вот. Но это черная смородина. Вот черная смородина, хороший чай получается. Можно высушить, как мне подписчики писали. Можно высушить и всю зиму тоже пить чай. В принципе, хорошая идея тоже вот. Все можно делать при желании, все. И чай, и заварку, и все. Все, природа дает все для человека. Только бери, не ленись. Заготавливай, и всю зиму там можно эту заготовку употреблять. Вполне достаточно она будет. И шиповник, и все. Все можно. Сразу не заметил, даже ягоды вон они есть. Но сейчас мало плодов, конечно. Раньше здесь я собирал, очень много было. А тут только десяток. Дикая смородина. Черная. Очень вкусная. Красная она кислая, а вот эта черная очень сладкая. Туда еще схожу. Между прочим, черемуха тоже. Немного она есть. Как она разгорелась-то. Вот так. Бахнем туда. И все. Вот вам и заварка. Почистил грибы, смотрите, сколько отхода. Вот. Вон оно, мясо ползает там. Короче, отхода, ну, почти примерно половина. 1 к 1. Ну и тут уже мною проверенный хороший гриб. Без червей, без ничего. Я еще залью полностью водой. И он просто будет там, как сказать, ну, чтобы всю грязь это отсюда сполосну. Буду мыть несколько раз. Пока мы пособираем ягоды, все это будет, грибы будут в воде. Когда я подходил к берегу, вон там, оттуда вылетел кряква. Еле-еле взлетела, но она только на крыло встает. Одна штука только кряква была. Полетела вот туда. Вот сток сена, как мы оставляли, у меня, конечно, повыше было вот так, где-то вот так. Но оседает, оно уплотняется. И, в принципе, все здорово. На завтрак, ребят, приготовили вот такой бутерброд. Хлеб, майонез, колбаса, ну и огурец свежий. Уже из теплицы свои огурцы. Вот такой цвет сейчас. Листья смородины. Но не смотрите, что он такой бледный. Это начало такое. Вот, а он будет там постепенно набирать, цвет меняться, и он будет темным. Немножко поднимается ветер. Давайте попробуем. Таежный бутерброд.
Вот я сижу и как будто там что-то, кто-то шуршит. Не могу понять. На другом берегу. Или ветер, или какой-то зверь ходит там. Вкусный завтрак. Начали собирать ягоды. Ягода набирается хорошо, так как черники в этом году достаточно, смотрите. Очень много. Собираем комбайнами. Сейчас включился, чтобы одной рукой неудобно собирать. Я хочу вам просто показать количество ягод. Как бы заранее я уже приметил, где больше ягод, сразу туда пошли. Ну и все отлично. Ягоды нашли. Хотя бы 10 литров надо собрать сегодня. Вон там такие вот гусеницы. Ягода уже крупная. Ягода крупная уже. Но немножко комары беспокоят. А так, в принципе четко все. Так, примерно час работы. Ведро 10-литровое. Очень много жучков, паучков. Вот. Считай, за час работы 10 литров. Примерно 5 килограмм, наверное. 5-6 килограмм тут. Но эти ягоды мы собираем для себя. Ни на сдачу, ни на продажу, ничего. Будем пить морс всю зиму. Вот, еще второе ведро надо заполнить. Мусор уже дома будем убрать. Вот так. Это только я один собрал. Там еще молодые собирают. Так что быстро наберем второе ведро. Мы уже на избе. По-новому затопили мангал. Сейчас сварим чай. И буду уже готовить обед. На обед у нас вот столько грибов. О, целый таз. Из свежих грибов сварим суп. Еще у нас тут шашлыки готовые. На углях пожарим. Ну, вот такое количество здесь. Наверное, больше 5 литров. Где-то 6 литров может. Ну, ведро 7-литровое написано. Наверное, 7 литров. Скажем, 100% 5 литров тут есть. И здесь у нас еще 2 полных ведра. 20 литров. Получается 25-27 литров мы набрали. Набрали очень быстро. Такой участок попадался, где было очень много ягоды. А потом этот участок собрали. И, как ни странно, или нам надоело, или же ягод стало меньше. Короче, в конце уже так. И спина устала, если честно. Ну, самое главное, я хотел только 2 ведра это набрать. Ну, там еще мы набрали. Еще 7 литров. Вообще здорово. Вот так. Ну, сейчас уже будем отдыхать. Полный штиль на улице вообще. Даже ни один лист не шевелится. Там на верхушках только немножко шевелит листья еще. Солнце спряталось за облаками. Полный штиль. Такое вот спокойствие сегодня. И ни одной лодки. И вообще ни одна лодка еще не прошла сегодня. Вот так. Бывают дни так ходят туда-сюда. Сегодня тишина. Тулана не взяли. Тулан дома сегодня. Так как он Дениса не очень так уважает. 2 раза уже кусал его. Сегодня не решился взять. Не умеет себя вести на людях. Вот. С беседкой сегодня возиться тоже не стану. Другой день, это другой поход будет. А сейчас буду готовить обед.
такого цвета уже он стал. Такой малиновый цвет. Цвет меняется. Чем дольше держишь, он темнеет, темнеет. Сейчас вот на эту заварку я еще добавил кипяток воду и по-новому буду варить. И целый день мы будем пить эту заварку из черной смородины. Приятный вкус. Хорошо вычищенные грибы. 3 или 4 раза я мыл водой, менял. Он даже прозрачная она стала. Она сперва темная была. Вон, смотрите, пол кастрюли. Ну, секрета нету. Добавляем воду. Воды не хватило. Придется сходить. Водички добавим. Потом примерно час, наверное, буду кипятить, варить. Ну и после этого добавлю картошку. Хреново, что я не взял лук. Вот это я забыл, просто забыл. Вот. Больше никаких ингредиентов я не добавляю. Можно, конечно, еще морковь туда закинуть. Но я кроме лука ничего не добавляю. Еще добавляю сливочное масло во время еды. Чего у нас сегодня тоже с собой нет. Вот. Вода ушла хрен пойми докудова. Все уже высохло все. Уровень ниже плинтуса уже. Не знаю, куда ниже уже. Ой, блин. Вот так. Вон куда надо подниматься. Где-то 6 метров, наверное. Последний штрих — это я добавляю растительное масло. Ну, примерно столовую ложку. Вот. Конечно, вместо этого надо сливочное масло, но, к сожалению, у меня с собой нету. Я забыл взять. Ну, на улице жарко, и как-то я об этом даже и не думал, что мы сегодня найдем грибы, и я сварю грибной суп. Это в моих планах сегодня не было. Я вообще думал, что от жары никакого гриба, ну, выход грибов, я думал, что нету. Но я ошибся конкретно. Ну, тут уже у меня картошка, грибы, вычищено аккуратно, все без червей. Вон они. Я его отварил примерно час грибы и добавил картошку. Ну, картошка тоже уже почти готова. Сейчас еще 5 минут и будем обедать. Сейчас 3 час уже дня. Сели пообедать. Вот такой суп у нас получился. Я добавил вместо сливочного масла майонез. Ну, тоже ништяк. Хорошо идет. И суп великолепный. Как молодежь по вкусу понравилось, нет? Я только не попробовала, но уже понравилось. Ну, это уже натуральные грибы. Чистые, свежие. Сегодня собрали. Вкусно. Избушка уже все убрана. Мы уже собрались, ребята. Дверь открытым оставлю. Надо привезти мне гвозди или саморезы. Вот это все отошла, обшивка ДВП. Ну, дверь совсем другая была. Потом я обшивал ДВП и клеил самоклейкой обоями. Все отходит. Смотрите, тут была лодка. Этой лодки сейчас нету. Я после обеда съездил, ну, ходил по реке, ставил самоловы на щуку. Это в следующем походе буду проверять. Ну и если кто попадет, я покажу улов. А как ставил, это неинтересно. Что там показывать. Вот.
Вечереет уже. Тут все тоже убрали. Как и показывал, сегодня мы в основном приезжали отдыхать. Заодно собрали ягоды, черники. Черника уже поспела, очень вкусная. Будем готовить компоты и основное заморозим в морозильнике. Это на зиму нам хватит. И в следующем походе, возможно, я еще буду собирать. Вот. Ну, примерно так. Вот такое коротенькое видео. Я обычно сериалы снимаю, а сегодня вот так получилось. Не очень много снимал. Вот, отдохнули хорошо. Шашлыки не жарили, так как мы супа наелись и уже вообще ничего не хочется. Напились чаю вкусного из смородины, листьев смородины. Одним словом, отдыхали. Вот так. Ладно, ребят, всем пока и будьте здоровы. Ждите новые фильмы. А сейчас мы поедем домой. Спасибо, изба. До новых встреч. До новых походов.